Доброго пятничного утра, дорогие телезрители! Мы вновь приветствуем всех, кто находится сейчас по ту сторону экрана. Это «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» НВК Саха. И с вами это утро встречаю я, Дарья Анкехова. Подходит к концу рабочая неделя, впереди долгожданные выходные. Ну и как всегда, сегодня в нашем эфире мы поговорим с вами об очень полезных темах, очень интересных новостях. В общем, оставайтесь, просыпайтесь, заряжайтесь. Последний рабочий день, я думаю, благодаря нашей программе он у вас будет таким очень легким, позитивным и добрым. Ну и, как всегда, позвольте рассказать вам о том, что нас ждет сегодня в течение эфира. Ну, конечно, во-первых, это будут очень интересные гости. Первый гость – это будет человек, работающий в сельскохозяйственной промышленности и не один год. И впереди у нас будет профессиональный праздник, какой мы узнаем чуть позже. Далее у нас будет еще один не менее интересный гость, а с ним мы поговорим, конечно, тоже вновь о профессиональном празднике, ведь в эти выходные национальная вещательная компания «Саха» отмечает свой 60-летний юбилей. Конечно же, мы пригласили коллегу, который расскажет нам о том, с чего все начиналось, ну а кто это будет, узнаете чуть позже. Также сделаем зарядку, узнаем, какие даты и события в этот день отмечаются, приготовим вкусный завтрак, ну и поговорим, конечно, о братьях наших меньших. Ну а сейчас рассказ о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 7 градусов. В Заречной группе 5-1 градус ниже 0. В южных районах 8 градусов со знаком минус. В Вилюйской группе 7-3 со знаком минус, в Нижнеленских до минус 4. В западных районах 6-3 градуса ниже 0, в Колымын-Дигирской группе улуцев до минус 8. В Янских минус 16, на северо-западе 4-2 ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 2 градуса. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, гололедица. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 3 градусов. Ну, конечно, многие из вас только открыли глаза, и я думаю, самый лучший вариант проснуться – это узнать, какие же новости произошли на территории республики и за ее пределами. Доброе утро, Якутия. Сейчас новостной блок. Федеральная антимонопольная служба направила письмо всем вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить цены на топливо на АЗС с учетом уменьшения биржевых цен. Об этом говорится в сообщении ведомства. При этом ФАС подчеркивает, что отсутствие принятых мер будет рассматриваться как признаки нарушения антимонопольного законодательства. Кроме того, ФАС анализирует цепочку формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. По итогам первичного анализа были возбуждены 6 дел в 5 регионах по признакам нарушения закона. В Якутии с 1 января следующего года МРОТ в центральных районах достигнет 48 105 рублей, в северных – 53 878 рублей. Об этом в четверг сообщили в Федерации профсоюзов Якутии. Как объявил председатель Федерации профсоюзов Республики Николай Дегтярев, на следующей неделе будут проведены заседания трехсторонних комиссий между правительством Якутии, Федерацией профсоюзов и объединением работодателей в районах. Будут подняты вопросы социально-трудовых гарантий и повышения доходов населения. Напомню, 1 января этого года оплата труда повысилась у целевых категорий работников бюджетной сферы. С 1 апреля прошла индексация у прочих категорий. В течение последнего месяца набрано 38 тысяч добровольцев для участия в спецоперации. Люди отличаются высокой мотивацией и готовы к выполнению боевых задач. Об этом сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим группировок в штабе объединенной группировки российских войск. Министр также отметил работу субъектов страны. Цитата: «Не могу не сказать о Республике Якутия, где глава региона Айсан Николаев лично занимается этим вопросом. И отряд из Якутии, отряд добровольцев, я имею в виду, уже обрел свою боевую славу». Конец цитаты.
Якутская городская больница номер 3 продолжает вакцинацию против гриппа и ОРВИ. Прием горожан проводится в специально оборудованном кабинете номер 414. Все граждане смогут пройти консультацию врача-терапевта, допуск к вакцинации, сделать бесплатно прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами. В наличии имеются вакцины Ультрикс и Совигрипп. На сегодняшний день привилось более 14 тысяч граждан, всего в плане 24 тысячи доз вакцин. Записаться на вакцинацию можно, позвонив на номер 122, либо по живой очереди. В будни прием ведется с 8 утра до 8 вечера, в субботу с 9 утра до 3 часов дня. Ультриксон ставится людям старше 60 лет, также людям, у которых есть хронические заболевания, беременным женщинам и так далее. Также помимо прививочного кабинета работают бригады выездные. Они выезжают людям, которые лежачие, инвалиды и так далее. В столице республики состоялась творческая встреча «Увлечение, ставшее судьбой» в рамках республиканской социально ориентированной выставки для граждан старшего поколения «Счастливое и активное долголетие». Мероприятие посвящено Международному дню пожилого человека. И главная цель подобной встречи – привлечь людей пожилого возраста республики к активной социальной жизни. Выставка включала в себя записи на различные кружки и клубы, такие как укрепление здоровья через йогу, бисероплетение студии «Магия бисера», курсы мобильной и компьютерной грамотности и многое другое. Ну, конечно, это нам, пожилым, это общаться и свои, так сказать, хобби показать, чем можно и сами заниматься. Время и сами, ну, это время быстро летит, так что его времени занимать не надо. Просто и сами, когда человек увлечен чем-то, очень хорошо, жизнь продлевается. 8 октября отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это праздник людей, которые нелегким трудом зарабатывают, трудятся на славу республики, государства. Они производят продукты питания, и их результат труда сегодня, конечно, находит место на наших столах. Вот, например, как сегодня. В нашей студии представители целой династии кондитеров. Я рада вам представить Пшенникову Татьяну, начальника кондитерского цеха Якутского хлебокомбината. Доброе утро. Здравствуйте. Хочу воспользоваться случаем и поздравить всех своих коллег и всех людей, кто относится к нашей промышленности, с праздником сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Да, и мы вас также поздравляем. Спасибо. От всей души. Ну и, Татьяна Владимировна, необходимо отметить, что 8 октября вы отмечаете День работников сельского хозяйства, да? Ну а в частности именно пищевой промышленности вы отметите 15-го. То есть у вас, можно сказать так, 2 недели праздников, да? Да. Это очень здорово. Вот мы сказали, что вы все-таки представитель целой династии. Вот расскажите немного историю вашей семьи и в каком поколении вы кондитер. Ну, моя история, мы во 2-м поколении, да, потому что моя семья состоит из 4 человек, мама, папа, сестра и я. Моя мама устроилась в 70-м году на производство, работала в хлебном цехе, потом занимала должность бригадир бригады, да, была бригада Бугаевой. Папа работал слесарем в 75-м году. Я пришла в 1998 году на производство, где работала в вараночном цехе, после чего я выиграла в конкурс, поступила кондитером. И так уже продолжается 25 лет моего стажа. Также я познакомилась со своим мужем на производстве, который также работал в нашем якутском хлебокомбинате в течение 12 лет. И наша династия вся составляет 99 лет на сегодняшний день. Великолепная цифра, вообще очень так интересная история у вас. Но скажите, вот при выборе профессии у вас хотя бы был выбор, или там уже даже ничего не обсуждалось? То есть вот, надо и надо? Нет, я, когда, закончив 11 классов, поступила в Московский институт бухучет и аудит. Дистанционное образование, платное образование. Но 90-е годы было очень тяжелое время, и мне пришлось идти работать. А так как не было стажа, после 11 классов никуда не брали, и было устроиться только
возможно, по знакомству. Ну, и, соответственно, если мама работала у меня на Вот так вы производстве, попали, да, в профессию? да, Пришлось. и, соответственно, я пришла на хлебозавод Мгм. в свои 17 лет. Помните ли вы свои первые изделия, блюда? Может быть, вот тогда, когда вы поняли, что, в принципе, вы неплохо готовите и достаточно вкусно? Да, ну я пример приведу из жизненного моей профессии. В 2000 году профсоюз объявил конкурс «Лучшие кондитерские изделия», где участвовали кондитера 6 разрядов и могли участвовать любители. А так как я работала в бараночном цехе, я тоже решила поучаствовать в этом конкурсе, предоставив свой торт медовый, своей личной рецептуры, где тем самым я заняла первое место среди любителей. Вот так. Да. А что это было тогда? Это был большой конкурс Нет, кондитерских изделий. Блюдо-то какое было? Медовый торт. Медовый торт. И Да. он занял первое место. Первое место занял, да. И так как в кондитерский цех было тяжело попасть, мне предложили после участия в конкурсе пойти кондитером. Как здорово. А есть ли вообще коронное блюдо у вашей такой семьи, у которой 90 с лишним лет Ну да. стажа? Коронное блюдо, вот, которое передается из поколения в поколение. Из Есть? поколения в поколение передается рыбный пирог. Вот. Потому что тесто, которое готовится на этот замечательный пирог, меня научила мама, мою маму научила бабушка. И вот теперь я буду учить свою доченьку. Вот так. Секреты не расскажете, конечно. Секреты не расскажем. А, кстати говоря уж о дочери, глядя на такое поколение кондитеров, она не хочет стать тоже На профессиональным сегодняшний день ей всего 9 лет, и она мечтает петь, рисовать, пока она еще работником? Не определилась. не определилась и не склонна пока к нашей профессии. Татьяна Владимировна, а вот правда, что кондитер, по сути, ест очень мало сладкого? Да, Да? да. Все мои коллеги, кто работает в моем цехе, 90% вообще не едят сладкое. То есть вы видите это все на работе, поэтому Да. вам это все прям, наверное, насытились уже этим, да? А вот если говорить все-таки про профессиональную, да, деятельность, вот как стать от кондитера, от кондитерского такого начала, да, до начальника целого цеха? Ну, я уже говорила, что я поступала учиться на бухучет и аудит, а после того, как я поступила в кондитерский цех в 2000 году, через 2 года мне предложили обучаться на инженера-технолога хлебопекарного макаронного кондитерского производства. Ну и, соответственно, я со своего института перевелась на инженера-технолога хлебопекарного макаронного кондитерского производства, где я училась в течение с 3-го курса до 6-го курса на заочном отделении. И на 4-м курсе мне предложили работать инженером-технологом кондитерского цеха. Я согласилась, конечно, я же училась, образование. И спустя 5-6 лет начальник цеха нашего, мой наставник Федорова Наталья Ильинична, предложила мне оставаться на период отпуска за нее. И стала оставлять меня периодически за себя. Но в 2017 году она ушла на заслуженный отдых и уехала в другой город жить. И таким образом с 2017 года я работаю начальником цеха. То есть секрет прост, да, просто нужно все время развиваться, учиться, да, и, в принципе, твое место, оно тебе само найдет, правильно? Ну, так. да. И трудиться, конечно. Самое главное желание, самое главное учеба, знания и Наверное, получится. на Якутском хлебокомбинате образцово-показательные работники, вот как вы, наверное, вас очень много, да? Расскажите немного про ваш коллектив. Наш коллектив очень дружный, сплоченный коллектив. У нас наставничество присутствует на производстве. Вот когда я пришла на производство, было более старшее поколение, да? Оно постепенно сменяется молодыми людьми. И сейчас в нашем коллективе работают в основном 70% это молодежь, которым мы помогаем влиться в коллектив, помогаем обучиться нашим, будем говорить, секретам кондитерского производства. И тем самым взращиваем себе достойную замену, которая не стыдно будет через много лет смотреть, что действительно мы обучили хороших специалистов. Да, и благодаря этим специалистам и продукция, да, у вас разнообразная, меняется, вы вводите новые какие-то технологии, да, новую рецептуру. И вот если говорить немножечко о продукции, может быть, забегая вперед, или нам анонсируете, что ждать нам от Якутского хлебокомбината в ближайшее время? Ну, какие-то новинки. Да, ну вот перед нами стоит тортик, да, «Мелодия» — это наша новинка, которую мы запустили недавно, она пользуется спросом, поэтому мы вот хотели показать сегодня, что вот так выглядит наш тортик, наша такая фирменная этикеточка. А так в будущем мы тоже разрабатываем новые изделия, которые скоро вы увидите на наших прилавках. Вот так. То есть Якутский хлебокомбинат будет радовать нас в ближайшее время. Да. Обязательно. Своей новой, вкусной, свежей продукцией.
Да, Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Мы от своего лица поздравляем всех ваших коллег с профессиональным праздником. И, конечно, желаем вам, знаете, такого терпения, сил, ну а самое главное – здоровья. Спасибо большое. И на этом, дорогие друзья, мы приходим к нашей следующей рубрике. Существуют в календаре необычные праздники, например, такие, как Международный день улыбки. Отмечают его традиционно в первую пятницу октября. Улыбайтесь чаще, наши дорогие телезрители, и жизнь вам обязательно ответит взаимностью. С другими датами и событиями 6 октября знакомимся далее. На календаре 6 октября, и в этот день празднуют Всемирный день охраны мест обитания, День российского страховщика, День поминовения в Туркменистане. По народному календарю в этот день отмечали память девы Раисы Ираиды Александрийской. На Руси существовал интересный обычай для этого дня. Люди, у которых были проблемы с деньгами, гадали о своей судьбе по воде. В то же время это считалось делом бесполезным, и пересчитывать свои беды было вовсе запрещено. Говорили, сколько насчитаешь, столько и накликаешь. Приметы. С Ираиды начиналась настоящая холодная осень. Хозяйки готовили блюда на левушке. Также старались привлечь удачу. Чтобы быть с прибылью, в кошелек клали монету с изъяном. В этот день Наполеон даровал новую конституцию Голландии. В Париже открыто кабаре «Мулен Руж». В Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма «Певец джаза». Войска 3-й ударной армии Калининградского фронта освободили город Невель. Футболисты киевского «Динамо» стали обладателями Суперкубка Европы. Родились в этот день Луи Филипп I, король Франции. Михаил Бабушкин, советский полярный летчик, герой Советского Союза. Джанет Гейнор, американская актриса, первая обладательница премии «Оскар». Сергей Соболев, русский, советский математик, кибернетик, герой социалистического труда. Борис Михайлов, советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России. Екатерина Градова, советская актриса театра, кино и телевидения. Дмитрий Губерниев, российский телеведущий, спортивный комментатор, лауреат премии ТЭФИ. Именины празднуют Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Петр, Раиса, Николай. Все прекрасно знают о пользе зарядки по утрам. Однако на самом деле мало кто готов с утра вставать пораньше, прям с самого утра, и делать хотя бы несколько элементарных упражнений. Действительно, зачастую просто лень. Особенно затруднительно делают зарядку люди с лишним весом. А с возрастом еще и прибавляются проблемы с суставами. Также с чего начать? Вот как себя все-таки заставить делать хотя бы несколько упражнений? Ну а самое главное, как получить максимальную пользу? В этом нам помогут индивидуальный тренер Сардана Осипова и участница телепроекта «Я» Любовь Круцких. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада видеть вас. Меня зовут Сардана. Я буду сегодня вас инструктировать. Меня зовут Любаша. Очень приятно. Я очень хочу, чтобы вы мне помогли стать красивой и немножко стройной. Сели на скамейку и поднимаетесь. Если для начала выполнять это сложно, вы можете поставить в любом случае руки на колени и упереться и встать. Также, когда мы садимся, мы не падаем, а стараемся сесть медленно, для того, чтобы уже работали именно квадрицепсы и мышцы всех ног. Так. Села. И ножки подставьте пошире и встаем. Раз. Давайте сделаем 5 раз. 2. Руки перед собой уводим. Поднимаемся. 3. Руки назад. Так, да? Да, сели. Села. 4. Поднялись. И еще 1 раз. И встали. Давайте мы с вами сейчас немножко усложним эту задачу. Давайте. Также садитесь. Выставите одну ногу вперед. Прямая нога не имеет упора. И мы тем самым будем тренировать по отдельности каждую ногу, приводить их в больший тонус. Готовы? Нужно будет тоже сесть, встать. На эту ногу? Да, Да? да. Поехали. Отлично. Ножку приподнимаем. Вот. И когда садимся, приподнимали. Во. Встаем. Ножку подними. Во. Меняем ногу. Теперь эту вытягиваем. Опять так же, да? Да. Вот. Стоп. Стоп. Когда садимся, поднимаем ножку. Ногу поднимите. Сейчас. Вот. И стараемся сесть. Вот.
Отлично. Ой. Нужно будет аккуратненько опуститься, пройтись Мама дорогая. и встать в это положение. Поднять ножку и вторую. А, И поднимаем ножку наверх. Раз, отлично. И вторая. Два. Попеременно каждую ногу. Раз, два. Цвет зеленый вообще в спорте это 10 килограмм. ну, извините, давайте что полегче. Что полегче? Бирюзовый О, самый то. 5 килограмм. Море, море. Море. Так, наклоняемся. Вот. Так? Да. Вот, отлично. И поднимаем вверх. Раз. Два. Прорабатываются мышцы поясницы. 3. 4. Верхняя часть спины. Руки и ноги. И еще 2 раза. Раз. 2. Отлично. Опускаемся. Держим таким образом. Снимаем их в сторону. А, это Да. садиться Да, надо? можно присесть. Раз, два и полетели, да? О, 3. я птица. и Летаю. полетели. Да, С полетели. утяжелением. Их, А там, где утяжеление, там и уходит вес. прекрасно. Хорошо, немножко встряхните плечики. И теперь поднимаем вверх. Раз, ручки прямые. 2, Тяжеловато. 3. Конечно, тяжеловато. Но возможно. Ну, возможно. Вы уже очень хорошо постарались. Но надо же самореализоваться, надо же себя похвалить за то, что как мы хорошо потренировались. Потанцуем. Руки наверх. Назад, захлёст. Молодец. Руки перед собой. Шаг. Хорошо. Спасибо вам большое за эти положительные эмоции. Бюджет Российской Федерации разделяется на 3 уровня – федеральный, региональный и местный. Важным элементом наполнения местного бюджета являются расчеты с торговых мест, а также оплаты при оказании услуг и работ при использовании контрольно-кассовой техники индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Все эти платежи попадают в местный бюджет посредством налогообложения. Отчисления с каждого рубля идут на благоустройство дворов и окружающей среды, освещение, газификацию, здравоохранение, иные социальные, инфраструктурные и экономические нужды муниципалитетов. Не выдали кассовый чек? Обратитесь в ФНС России. Дорогие телезрители, у нас для вас прекрасная новость. 14 октября в квартале труда пройдет первый республиканский фестиваль якутской анимации Токуфест. Всех посетителей ждет знакомство с создателями якутской анимации, мультиков, конкурсы, лекции, мастер-классы, презентация новых якутских мультфильмов, а также интерактивные игры, якутские национальные игры, аниматоры и выступления артистов. Ну и, конечно, многочисленные конкурсы. Приходите и станьте частью масштабного проекта. Подробнее о фестивале на сайте tokufest.ru. Ну а мы продолжаем наш эфир, и самое время приготовить себе и своим близким вкусный завтрак. И сегодня мы предлагаем вам попробовать брускетту с печенью из трески. Такое блюдо может стать отличным сбалансированным завтраком и быстрым перекусом. Такой деликатесный бутерброд никого не оставит равнодушным. Сейчас вы сами все поймете. Доброе утро, Якутия. Меня зовут Юлия Заболоцкая-Избекова. Я нутрициолог, специалист по адаптивному питанию. Мы сегодня с вами возьмем полезный хлебушек с модифицированной мукой, то есть мука, в которую добавлены разные другие добавки, например, ржаная мука обдирная. Здесь есть семечки льна, подсолнечника. Это все повышает энергетическую ценность хлеба. И вносит туда дополнительно разные витамины и полезные микроэлементы. Вот. А кусочки мы подогреем на сковородочке. Гретый хлеб, он всегда вкуснее. Ну и теперь самый главный ингредиент нашего блюда, собственно говоря, это печень трески. Чем полезна печень трески? Это единственный продукт в мире, у которого содержание витамина D на 100 грамм
превышает потребности суточные, то есть суточные потребности организма более чем в 6-7 раз. То есть таким образом, когда мы съедаем совсем небольшое количество печени трески, мы получаем абсолютно естественный витамин D, который очень нужен для нас, людей северных. Этот продукт можно есть, получается, достаточно употреблять раз в неделю, в 10 дней, и мы будем закрывать свои потребности в этом витамине. Немножко расскажу о том, как выбрать печень трески в магазине. Желательно покупать печень трески дальневосточного производства. То есть обращайте внимание на надписи на упаковке. В производителях должны быть указаны какие-то фирмы, расположенные в нашем Приморье, которые находятся близко от нас. Также обратите внимание на ценовой диапазон. Печень трески с икрой трески – это не совсем будет уже печень, там будет очень много внесено разных субпродуктов, и, соответственно, полезность будет понижена. Если покупаете просто печень трески, обращайте внимание также на цену и на производителя, потому что версии подороже, они будут содержать в себе цельные кусочки печени. Иногда в измельченные попадает желчь, и это приносит печени горьковатый вкус. Собственно говоря, хлеб у нас готов. Он даже уже слишком подрумянился, пока я тут говорила. И открываю свою баночку. Так, смотрим. Нас сегодня в магазине не сильно обманули. Смотрите, печень осталась целиковая. Мы просто выкладываем ее на хлеб. Не боимся измазаться. Растительное масло, конечно, в данном случае оно выступает только консервантом, его есть не надо. Так, если вам неудобно есть крупные кусочки, я, например, люблю вообще ничего не делать, просто так, вы можете эту печень легко разломать обычной ложкой и сделать из нее прямо на бутерброде небольшой аналог паштета. И мы с вами немножко сегодня украсим печень трески веточками петрушки. Мы сегодня приготовили очень простой, но при этом полезный завтрак. Это бутерброд с печенью трески. Бутерброд придаст вам сил и энергии, потому что у витамина D, который содержится в печени трески, есть замечательная способность улучшать настроение. Так что приятного вам аппетита и хорошего дня! Мы все знаем, что нерациональное питание, а также неправильный образ жизни, курение и низкая физическая активность – все это факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что 80 случаев преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний можно было бы избежать, устранив эти основные факторы риска. Наши коллеги из ТРК «Алмазный край» поинтересовались у населения, как они следят за главным жизненным органом. Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают в России, да и в целом по миру, первое место среди причин смерти. Однако медики уверены, ранняя диагностика и правильный образ жизни способны уменьшить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. А как следят за состоянием сердца мирнинцы и что знают о жизненно важном органе, мы узнаем прямо сейчас. Как вы следите за состоянием сердца? Стараюсь гулять подольше на свежем воздухе. К врачу хожу. Как часто? Раз в год. А надо? Уже надо. Ага. Ковид дал о себе знать. Где находится сердце? Сердце слева. Примерно, да? А сколько литров крови выкачивает сердце за сутки, перекачивает? Сейчас загуглим. Сердце, где находится, я это точно знаю. Сердце находится тут, наверное, вот тут находится сердце, не тут, да, сердце здесь находится. Вот вопрос, какой был? Литр что-то было. Сколько литров крови перекачивает сердце за сутки? Это я не знаю, к сожалению. Какие факторы риска знаете, которые плохо, пагубно влияют на работу сердца? Курение, в первую очередь. А вы курите?
Нет, не курю. Будем жить долго. Надеюсь. А сегодня я прочитала интересную новость, что мясо якутской коровы – самое полезное мясо для работы сердца. Какие упражнения нужно делать, чтобы сердце, мышцы были в тонусе и сердце работало хорошо? Ну, точно физкультурой заниматься, не спортом. Тихонечко, да? Ну, имеется? конечно, конечно. А какие упражнения, может, покажете? Одно упражнение хотя бы. Да ладно, что я на улице буду его показывать? Поприседайте, все будет хорошо. Если человек малоподвижный, это ожирение, лишний вес. Лишний вес – это повышенное давление. Повышенное давление, ну, это, соответственно, болезнь сосудов, и есть риск инсульта и инфаркта. Вы врач? Я не врач, я программист. Самое главное – это влияние любви. Но я не говорю, что только, например, супруг, а влияние любви ко всему. И получаешь энергию. Как показал опрос, большинство мирнинцев осознают высокую вероятность сердечно-сосудистых патологий и готовы принимать меры по борьбе с ними. Иванна Филиппова, Илья Шикуля, медиакомпания «Алмазный край». Берегите свое сердце. Ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Ну а позже вернемся вновь в «Утро Якутии». Доброе утро, Якутия. Коротко о главных событиях к этому часу. Президент России Владимир Путин поручил разработать дорожную карту увеличения внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года. Согласно документу, глава государства поставил задачу включить в дорожную карту необходимость достижения ежегодных целевых показателей в этой сфере. Кроме того, перед правительством ставится задача повысить доступность рыбы для потребителей, стимулировать ее глубокую переработку, развивать портовую и логистическую инфраструктуру, в том числе и Северный морской путь, а также популяризировать с помощью рекламы потребления рыбы, в том числе детьми и подростками в образовательных учреждениях. Правительство страны совместно с органами власти регионов поощрит российских спортсменов, выступающих на международных соревнованиях в условиях санкций, и обеспечит выделение из федерального бюджета дополнительных средств на эти цели. Такое поручение было дано президентом страны Владимиром Путиным по итогам совещания с членами Кабмина, состоявшегося 16 августа. Организация волонтеров «Боевые шелкопряды» осваивает новые методы плетения и изготовления маскировочных сетей для военнослужащих в зоне СВО. Теперь к изготовлению маскировки применен и научный подход. Для того, чтобы защитить военнослужащего от обнаружения тепловизором, заведующий лабораторией физико-технического института Сергей Васильев предлагает использовать в сетях дополнительный защитный экран, а также пустые пластиковые бутылки. Таким образом, у нас между бойцом и маскировочной сетью, любой конструкции причем, возникает воздушная прослойка. Таким образом, нет непосредственного взаимодействия человеческого тела и вот этого вот любого защитного элемента. Таким образом, мы как раз вот уменьшаем так называемую тепловую сигнатуру и решаем вот задачи видимости нашего бойца. На 100 тысяч рублей увеличились единовременные выплаты по социальному контракту. Необходимые для этого изменения были внесены в Государственную Думу по программе «Социальная поддержка граждан». Документ вступил в силу с 1 июля этого года. Сейчас лимит финансовой поддержки на открытие своего дела и развитие личного подсобного хозяйства составляет 350 и 200 тысяч рублей. Эти средства можно направить на обучение, приобретение материально-производственных запасов или на аренду помещения. Таким образом, социальный контракт помогает людям справиться с временными трудностями и наладить стабильный источник дохода. Государственная социальная помощь на основании социального контракта – это мера поддержки для малоимущих семей и одиноко проживающих граждан. Для получения данной поддержки нужно обратиться в социальную защиту города. 6 и 7 октября зрителям представят одноактный балет «Подвиг» в постановке Екатерины Тайшиной на либретто Владислава Левочкина в Государственном театре оперы и балета. В либретто не один заглавный персонаж, а сразу несколько. По словам хореографа-постановщика либретто Катерины Тайшиной, одной из самых главных задумок – показать в главных партиях ведущих артистов балета, так как мужской труппой может похвастаться далеко не каждый театр. Также в постановке будет задействован специальный видеоконтент, который усилит восприятие. Таким образом, театр отдает дань памяти воинам-якутянам, бесстрашно сражавшимся во всех крупнейших битвах. От первых боев под Москвой до триумфального штурма Берлина. Костюмы шил наш художник
Сарглана Иванова. Декорации у нас такие немного минималистичные. Ну, мне кажется, это идет в ногу со временем. Сейчас уже отходят от таких огромных масштабных декораций. И вообще просто по количеству времени у нас было не так много времени на подготовку этого балета. Но мне кажется, все получилось у нас вполне, очень даже прилично. Поэтому ждем всех наших зрителей. Приходите, посмотрите на наш балет. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами. И это вновь «Утро Якутии». Ну а сейчас мы покажем вам видео из мира флоры и фауны, потому что действительно порой эти видео прям восхищают. Медведицы с медвежатами заблудились и попали на проезжую часть недалеко от города Сочи. Ночная прогулка медведицы и ее детишек пошла не по плану. Звериный навигатор сбился, и животные оказались на проезжей части в Красной Поляне. Очевидец снял на телефон, как семейство спокойно идет по дороге, ничего не подозревая. Только свет от фар проезжающей машины помог животным опомниться, и после чего они в спешке скрылись в неизвестном направлении. Вероятно, теперь медвежье семейство запомнит свое приключение на долгие годы, и впредь для прогулок будут выбирать более безопасные лесные массивы. Очень такое милое видео. Действительно, зачастую мы видим, как животные выходят на трассы. Конечно, многих жителей это радует, особенно в нашей республике начинают подкармливать, но все-таки будьте бдительны, ведь место животным все-таки в лесном массиве. Ну а мы переходим к новостям из мира искусства. В его картинах живет детство. Для каждого, конечно, оно свое, пахнущее теплым летним днем, душистыми полями и теплыми бабушкиными руками. Хотелось остаться в картине «Одуванчики», превратиться снова в маленькую девочку и также беззаботно качаться, наслаждаться летом, солнцем и свободой. Так отзываются об известной картине Андрея Чикачева «Одуванчики. Три грации». А сама картина хранится в фонде Национального художественного музея. Давайте и мы окунемся в эту солнечную и летнюю картину. Андрей Васильевич Чикачев бесспорно один из самых узнаваемых и любимых якутских художников. Он принадлежит поколению живописцев, расцвет творчества которых пришелся на рубеж 20 и 21 веков. Все живописные произведения Андрея Чикачева характеризует одна ярчайшая черта – любовь к своей родине и ее людям. Реалистично и подробно описанная жизнь простых людей, охотников, рыболовов, народных мастеров приобретает на картинах новые, светлые и жизнерадостные оттенки. Произведения полны теплого юмора, а персонажи пребывают в состоянии умиротворенного созерцания. Глядя на них, душа и сердце наполняются теплом и радостью. Особое отношение у мастера к детям. Именно им он посвятил больше всего картин. Они напоминают иллюстрации к детским книгам, и после них остаются самые положительные эмоции. В постоянной экспозиции Национального художественного музея в зале живописи Якутии зрителей особенно привлекает живописная картина «Одуванчики. Три грации». На картине изображены три милые девочки, беззаботно играющие у традиционной якутской изгороди из жердей. Недалеко от них малыш непосредственно справляет нужду. В деревне жаркое лето, кругом яркие желтые одуванчики. На лугу, в руках одной из девочек, в венке на голове второй. Лица детей наполнены радостью, такие естественные и счастливые. Вся картина пронизана солнечной энергией и темой жизнеутверждающего детства. Смотришь на нее и чувствуешь запах лета, шелест трав, дуновение легкого ветерка и благодатную силу природы. Для многих зрителей эта картина стала символом беззаботной детской поры. Ведь каждый человек родом из детства. По картине «Одуванчики. Три грации» была установлена скульптурная композиция в городе Якутске на территории Дворца детского творчества по улице Кирова. Эскиз был выполнен самим художником Андреем Чикачевым, а открытие состоялось символично 1 июня 2014 года в День защиты детей.
8 октября якутское телевидение отметит свое 60-летие. За эти годы была проделана огромнейшая работа. Сейчас национальная вещательная компания «Саха» является одной из самых крупнейших национальных телерадиовещательных компаний нашей страны. Напомним, что 8 октября 1963 года, это именно дата является созданием НВК. Именно в этот день, после завершения 4-летнего строительства телецентра, в эфир вышла первая регулярная программа телевидения республики. Конечно, не сосчитать, сколько всего эфиров вышло за эту длинную историю. А сколько поколений здесь выросло. Программа «Утро Якутии» хоть и совсем молодой проект, но наши телезрители уже знают, да, что утреннему эфиру более 20 лет. В нашей студии сегодня Михаил Сергеев, продюсер компании НВК «Саха», человек, который несколько лет отдал именно утреннему вещанию. Миша, доброе утро. Доброе утро. Ну, конечно, как не тебе знать, да, что такое ранние подъемы, да, Ну да. что такое вот стрессовые ситуации и вообще, что такое вообще ведение эфиров утром. Часто ли ты просыпал, допустим, эфиры? Бывало такое за долгий период? Ой, не дай бог, слава богу, такого вообще не было, да, чтобы, но привычка как бы вставать рано утром осталась, но сегодня почему-то, хотя я знал, что мне надо сегодня утром рано проснуться, но я проснулся в 6, ну как будто я до сих пор не проснулся. То есть, вот сколько лет ты уже не ведешь утренние эфиры? Уже 2 года. 2 года. Я не веду. Но все равно ранняя пташка, да, ты? Ну, да. Привычка есть привычка. Привычка есть А когда вообще начиналось утреннее вещание, вот когда ты стал ведущим Сангакю? Ну, утреннее вещание вообще в нашей компании началось еще вот 20 лет назад, в 2004 году, да, вот в следующем году будет 20-летие, в марте это было. Основоположниками были вот первые руководители, это Антонина Новгородова, наш уважаемый режиссер, и Зоя Игнатьева, да, редактором она была, и вот они вот создали утреннее вещание. Мне кажется, это вот было самое лучшее решение вообще для нашей компании, потому что утренний эфир, он же всегда такой, ну, с утра задает тон. Да. Поэтому у него очень много задач у утреннего эфира, поэтому вот это было, мне кажется, самое лучшее решение. А вот на утренний эфир я сам пришел где-то в 2013 году. Я был назначен руководителем, я вообще не собирался стать ведущим утреннего эфира. Просто случился такой случай, что однажды мне вечером звонит наш ведущий. Это где-то, ну, в полночь. Он звонит, то есть руководителю? Да, звонит руководителю и говорит, вот, Михаил, я сломал руку, я не могу выйти в эфир. Я сейчас вот еду в травмпункт. Ну, естественно, мы судорожно начали, я уже обзвонил своих коллег, и мы судорожно начали искать ведущего, кто вообще завтра выйдет в эфир. Ну, естественно, кто ответит нам в час ночи, да. Ну и все. И так пришлось выходить самому. Ну, да. И так ты стал ведущим. И так я стал ведущим. И сколько лет ты провел утреннюю программу? Ой, ну вот считайте, с 14 года, и вот... Практически. Да, до 21 года. До 21 года. То есть вот очень такой большой опыт, да, ведения утра. Ну и сейчас, наверное, вы мониторите вообще все программы, да, ты смотришь телеканал «Якутия-24», НВК «Саха». Утро меняется. Утро меняется, да, и какое оно сегодня, на твой взгляд, вот по сравнению с тем, что было раньше? Ну, когда вообще утренняя передача выходила в эфир, она носила как бы, вот, ну, как передача она была, то есть его монтировали, да, потом формат поменялся на прямой эфир, позже утренние эфиры, ну, раньше мы вообще утренние эфиры останавливали на лето. Может быть, ты сейчас уже... Да, было такое. Вот, останавливали, а потом уже постепенно, ну, как бы руководство уже понимает, что без утреннего эфира канал не может обходиться. И с тех пор она стала вот выходить круглогодично. Форматы, конечно, меняются. Я, когда работал в утреннем эфире, я очень много смотрел утренние эфиры, ну, Запада, да, что они делают, как они делают. Ну и вот постепенно как бы вот то утро, которое сейчас у нас выходит на Якутия-24 и на НВК «Саха», она вообще ничуть не уступает вот западному утреннему. Западным, да? Ну да, у нас и хороший коллектив, и, в принципе, мы внедряем и новые технологии, да, виртуальные студии, да, и в целом, конечно, наша программа, это такое, как ты говоришь, это начало, да, вот всего дня, и, соответственно, телезритель
посмотрев «Утро Якутии», возможно, да, уже думает дальше, а смотреть ли мне телевидение в течение всего дня, да? Конечно, То есть да. основная задача – это, конечно, дать такой подъем и настроение. Настроение – это вот особенность утреннего эфира вот в том-то и есть, что задает вот настроение и тон вообще всего дня, потому что ну, человек утром рано просыпается, да, а в это время наши коллеги, зрители уже давно проснулись, включают телевизор, как бы, и ты не понимаешь вообще сегодня, какой день недели, и почему пошел снег, да, и почему внезапно наступила зима, но вот «Утро Якутии» вот помогает настроиться, что зима-то началась. Ну вот, Миш, ты уже отметил, что работа в прямом эфире – это, конечно, отдельная история, да, и, конечно, здесь не обойтись без казусных моментов. Но у нас они практически каждый день, да, и мы к ним уже привыкаем, ну, посмеемся и забыли. А вот, может, какой-то момент тебе вот остался в памяти, ну, вот очень смешной? Ну, у меня было очень много таких моментов, потому что я работал и в выпуске новостей, и в утреннем эфире, и в музыкальном вечере, да, поэтому... Ну, случаев у меня было очень много. Это когда осветительный прибор тебе падает на стол. Это когда из-за неудачно сложенной папки летают стаканы. Да, вот, да. Да. Мне очень нравится этот момент. Я честно помню, я смеялась очень долго, когда просто ты поднял папку, у тебя подлетела кружка, а ты продолжаешь говорить, вещать. Ну, конечно... Но я вообще сам по натуре такой человек, который... Ну, я не могу не засмеяться, я обязательно буду смеяться, и все это понимают, но я вот и посмеялся, да. Но самое страшное, что вообще, что может произойти в эфире, да, ну, у нас же все хронометрировано, то есть все строго по времени. Самое страшное, это когда не может прийти вот гость утром, да. А еще страшнее, знаешь, что может случиться в эфире? Что еще? Это когда не приходят двое гостей. Двое гостей, да. Это вот как бы ты им выделяешь вот 10 или 14 минут на двоих, да, и как бы их двоих нету. Ну и придется вот 14 минут устраивать как бы цирк и что-то делать в эфире. То есть практически танцуй, пой, но Да. главное это время забей. Да. А вообще, каким должен быть ведущий утра, если говорить вот в частности? Ну вот, да, то есть случаи же бывают разные. Человек может заболеть, что-то там случится у них, форс-мажорная ситуация. И вот ведущий утреннего эфира, он должен выкрутиться вообще из любой ситуации. Он должен быть уже к началу эфира совершенно бодрый человек, уже давно проснулся и должен всех вот разбудить. Ну, человек-будильник, грубо говоря, да. Ну, а если говорить о, допустим, о новых проектах, да, вот ты сейчас курируешь многие проекты и на нашем телеканале, да, и на НВК Саха, вот если говорить о них, вот, какие вот у тебя впечатления и как ты считаешь, какой вот ближайший новый сезон, как он у нас будет, пройдет на ура? Да, я очень в это верю, что пройдет на ура. Ну, у нас много проектов стартовали вот, в последние годы, да, на телеканале Якутия-24, и вот сейчас идет у нас «Городские девчата», да, и рекомендую всем зрителям посмотреть этот эфир по воскресеньям 19:00. Идет сейчас голосование за лучшие фото в телеграм-канале проекта. Также у нас, естественно, уже в скором времени стартует проект «Вот это да», это вокальный конкурс. Мы его проводили в прошлом году. Съездили в Мирный, в Нерюнгри, сняли участников 6 городов. И это было, конечно, очень интересно, вот знакомиться с новыми людьми, особенно талантливыми, да. И я вот хочу призвать наших зрителей, которые вот заинтересованы в песенных конкурсах, вот принять участие в этом конкурсе, потому что мы в начале декабря уже начнем встречаться с нашими участниками. И, ну, как бы, можно уже подавать заявки. Да, дорогие телезрители, обратите внимание, вот конкурс «Вот это да», первый такой песенный конкурс на телеканале Якутия-24 прошел на ура. Вот, кстати говоря, победитель. Ташипилов. Да, и это было очень такое фееричное шоу, это был праздник музыки. Непосредственно мы, конечно, к нему тоже имели отношение. И была огромная поддержка телезрителей, было очень такое хорошее голосование. Итогом вот этого всего был такой у нас практически фестиваль музыки, да, который прошел уже в городе Якутске. Очень много участников, было буйство эмоций. И получилась такая большая дружная семья. Вот, именно поэтому я вот призываю телезрителей, которые вот хотят принять участие, заявить о своем таланте жителями Якутии, вот, пожалуйста, приходите, наши двери всегда открыты, наш канал готов
как бы поддержать Поддержать. любых талантливых наших телезрителей. Что, Михаил, спасибо тебе большое, что посетил наш утренний эфир. Мы поздравляем, конечно, тебя, в частности, весь телеканал с этим профессиональным праздником, да, ну, праздник — это все-таки юбилей. Ну, Юбилей 60 лет бывает один раз. Да, и тебя я поздравляю, и наших зрителей. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить наших коллег и поблагодарить членов их семей, потому что наша работа, сама понимаешь, она, вот, так скажем, адский труд. Да. Это надо с раннего утра до позднего вечера находиться на работе. И благодаря, конечно же, поддержке семьи наши работники вот, достигают таких творческих высот. Поэтому поздравляю всех наших коллег и, конечно же, наших телезрителей, потому что мы, вот как говорит наш руководитель Олег Олегович Марков, да, наша телекомпания является лучшим среди всех региональных телеканалов. И это, конечно же, благодаря труду наших коллег, друзей и, естественно, наших телезрителей. Спасибо большое. Ну а мы, дорогие друзья, напоминаем вам о том, что сейчас, на данный момент, на нашем телеканале идет первое такое реалити-шоу «Городские девчонки». Действительно, проект очень сейчас набирает такие обороты. Мы видим, сколько просмотров, и он реально понравился нашему зрителю. И в это воскресенье в 19 часов будет конкурс. Конечно же, телезрители голосуют, и голосовать вы будете за лучшее фото. Наши участницы очень сильно переживают, волнуются, поэтому обязательно посмотрите эфир и отдайте свой голос за лучшую девчонку городскую, которая вот пытается все-таки справиться со всеми испытаниями в деревенской жизни. Очень интересный проект, будьте с нами. Ну и наш эфир пятничный вот таким образом подходит к концу. И я бы хотела напомнить вам погоду, потому что действительно сегодня она нас, знаете, так не балует, то снег, то дождь, то солнце, поэтому я думаю, это будет очень полезной информацией. Ну что, в Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 2 градуса. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Гололедица. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 3 градусов. И еще плюсовая температура. Поэтому я думаю, если потеплее одеться, можно эти выходные еще провести на свежем воздухе. Гуляйте, наслаждайтесь осенней погодой, собирайте листики, сушите их в своих книжках и делайте красивейшие осенние картины. Мы благодарим вас за то, что были с нами эту неделю. Увидимся на следующей неделе.